Наверное, в прошлой жизни я кому-то сделала очень хорошее, что сегодня гордиться могу дочерью ни на кого не похожей. Улыбка милая, само очарование, жесты плавные, утонченные. На первый взгляд беззащитная, слабая, а на деле бесстрашная, храбрая. Моя награда, моя любимая, душа моя, самая-самая близкая. Конечно, это было неожиданно, да? Резко позвали. Она просто легла в больницу, потому что у нее был синусит и отит. И потом анализы взяли и увидели, что такое не очень хорошее, видать. И меня пригласили быстренько, спешно так все произошло. И нас с детской инфекционной нас увезли в медцентр и сразу озвучили примерный диагноз. В течение нескольких дней мы уже точно подтвердили и сразу начали лечиться. Мы даже хотели уехать за границу, начали документы все собирать, но сказали, не теряйте время, лучше здесь лечиться. Там уже поражение много было, 85% крови. Нас сразу закрыли в отделении, мы даже не выходили за вещами, нам все принесли. Я смс-ками общалась со своими родственниками первые 10 дней, наверное. С мамой я вообще не могла говорить. Я звонила и начинала плакать, мама тоже там начинала плакать. И мы не могли друг с другом так общаться. Карина узнала о своей болезни в интернете. Потому что я не могла ей сказать, а мне врач сказал, говорите, что вы будете. Но я просто говорила, мы будем очень долго лежать, дочь. Она думала, мы на недельку зашли. Мы вообще в отпуск собирались уехать на море. И сказала она, как-нибудь нужно сказать, потому что ребенок уже понимает большой, что нужно говорить. А я ей сказала, дочь, мы будем лежать долго. А чем я болею? Я сказала лейкоз, она же этого слова не знает. Я не могла сказать вот эти 3 буквы. А потом она услышала в разговоре с мамой, когда я уже начала разговаривать, она тоже так, я по-якутски, он из буквала, кто твора девять, кусаны девять. И там она услышала это и сама нашла в интернете. Вообще она среагировала очень. Говорит, мама, я знаю, что у меня такая болезнь. Ну, когда я заболела, я была маленьким ребенком. Мне было, почти 10 лет. 10 лет. Вот. И я говорила маме, почему именно меня так вот боженька сделал так, чтобы я именно заболела. Мама мне говорила, не только ты, есть и другие дети. А еще мама мне говорила такую вещь, что это нас, боженька с такой миссией отправил. Потому что именно мы бы справились с этим. Никто другой, именно эти дети, люди старшие. Да. Вот. И я это восприняла, и эта фраза всегда со мной. И если я когда-то, такие моменты, когда я грущу, я всегда вспоминаю эту фразу. И, я поняла смысл этой фразы. Из-за этого почему-то легче. Ребята, всем привет! И сегодня я снимаю видео не одна, а со своей мамой. Конечно, было трудно. Мне, как взрослому человеку, труднее было, наверное. Я, конечно, старалась не показывать, но у меня не получалось. Внешне это было видно, она замечала. А она терпела все это так, все на себе. И вот я тоже у нее училась этому терпению. Она так, все, терпим, все будет хорошо. Силы бороться с этой болезнью, с недугом своей дочки помогала мне сама дочка. Потому что она, как ребенок, в силу своей детскости не допускала плохих мыслей. Если, например, мы, взрослые, можем допустить, какие-то рисовать исходы, может, какие-то, а они же нет, это не делают так.
И все мамы, я думаю, в отделении вот нашем, которые лежат, конечно, ради ребенка им дают. А дети там совсем обычные, бесятся, носятся по коридору, на которых есть силы, конечно. И мы смотрим на них. Вообще, когда вот в первый раз поступила, я увидела этих детей, и тогда я поняла, что, оказывается, вот как-то сразу же обрисовываешь какие-то то, что не знаем же мы про эту болезнь, да, и особо и думали, что все так плохо. А дети ходят, дети там смеются, и родители тоже, которые уже вот лежали долго, они уже на подходе к победе, да, тоже, и вот тоже у них мотивировались, у детей, у своих же детей. Как сестры с братьями. Я была как старшей сестрой, потому что именно в этой компании была самая старшая. Они все были маленькие. Но при этом, попав в такую ситуацию, они были тоже... Они все понимали. Дети даже, которые нехорошо так разговаривали, в их глазах видно было, что они прям серьезно воспринимают эту ситуацию. Они вот на разных процедурах ведут себя как оловянные солдатики, можно сказать. Они уже привыкшие к этой жизни. Даже некоторые вот совсем маленькие, и когда они вырастут, наверное, даже первое, что вот, возраст, когда они уже, вспоминают, да, больница, скорее всего. Как бы это ни звучало, да, это так. Who is my mind? 8 августа. Нам сказали, все, вы в ремиссии. Мы ждали же этого дня долго. И как-то были уже морально готовы к этому. Просто мы как вот ждали этого дня, чтобы вот всем уж объявить, что мы победили. А в душе мы уже чувствовали давно, что мы победили. И если бы мы это не чувствовали, мы бы, может, и не победили. А так мы всегда знали, что мы победим. А так хотелось вот прокричать на весь мир, рассказать всем. За эти 2 года я выросла больше, не возрастом, а своим мировоззрением. Я много чего поняла, осознаю и сравниваю себя со своими сверстниками. И чувствую, что я понимаю больше, что я увидела больше. И как-то, по-другому смотрю на что-то. Да, я очень рада. И всех очень люблю. И большое спасибо. Когда ребенок болеет, конечно, очень много последствий. Да? Представьте, когда идет химия, терапия, это очень большой урон для растущего организма. Поскольку подавленный иммунитет, ему нельзя общаться ни с кем, потому что иммунитет абсолютно ослаблен, он подавлен химиотерапией. И здесь маленькая, вообще практически маленькая инфекция может послужить тому, что лечение пойдет на смарку и пойдет рецидив. Поэтому 2 года вот такой самоизоляции должен выдержать ребенок. И здесь очень важно вообще настрой семьи. Чем больше мобилизация, тем больше сил вкладывается, тем быстрее ребенок возвращается в свою обычную жизнь. Это самое главное. Если бы не мама, то такового блогера, как Каришка, мы бы не знали. И подписчики Карины заглянули впервые за стены больницы. И вот я увидела в Инстаграме, мне отправили родители, что стоит девочка и на площадке и очень таким простым детским языком рассказала, как она ждет дни, когда они попадут на площадку, потому что ей там нравится, ей весело. И действительно
те цели, которые мы поставили, когда строили солнечный город, мы делали для того, чтобы был детский оазис, чтобы дети, даже вот когда получают серьезное лечение, остаются долго в больнице, оставались детьми. Ну, мы, честно говоря, не задавались целью прямо блог создать. Просто вот спустя какое-то время мы решили рассказать. И так люди начали подписываться потихоньку. Где-то набралось 500 человек у Карины. И для нее это была огромная цифра. Вообще она начала реально вести блог, она начала готовить, она начала думать, что там, как постить, что постить. И это заметила уже потом наша землячка Василена Шарина. И потом ее подхватили все. И такой флешмоб пошел: подпишись на Каришку. И вот благодаря этому блогу, получается, она нашла в нем общение виртуальное с незнакомыми людьми, с подписчиками, со всех уголков, как говорится, там и с Америки, с Африки, вот совсем с разных стран, с России, конечно, и из Якутии большинство. Вот. И они поддерживали ее как могли, поэтому мы очень благодарны. Привет, меня зовут Карина, мне 10 лет. Я учусь в 4 классе и живу в городе Якутске. Я люблю мастерить, танцевать и, конечно же, вести свой блог. Обладателем Гран-при общественной премии «Якутянин года 2020 Якутск» становится стойкая, смелая, отважная Карина Колесова! Приветствуем бурными, энергичными аплодисментами! Только детей, но и, конечно же, взрослых. Поздравляем тебя от души! Сама идея акции нам пришла, когда мы еще лежали в больнице. Мы же там все видели, как так долго лежим. Есть вообще родители, которые приехали с улусов и не имеют родственников в городе. Им очень трудно, конечно, было, потому что и в магазин сходить же невозможно. Мы же в отделении лежим безвылазно. И вот когда мы выписались в январе 2019 года, после 7 месяцев, получается, и в феврале уже сделали первую акцию. В 2019 году, 15 февраля, в день онкобольного ребенка, это в солнечном городе, на площадке медцентра, да? Первая акция собрала рекордное количество участников. Там приходили с организаций, приходили молодежные организации с университета, классы, вот как сейчас тоже пришли, да? И вообще земляки наши. Сегодня тоже акцию открыли наши земляки со Среднеколымска. Целью, конечно, является облегчить условия жизни родителям и детям, которые лежат в больнице долго. Мы, например, лежали 7 месяцев. У нас вот родственники постоянно обеспечивали продуктами и так далее, а вот некоторых возможностей нету. И считайте, что родители остаются без работы же, на больничном одном сидят. Поэтому вот бывает тяжело. Здравствуйте! У нас это Октябрьский округ. О, ветеран учителя. Ух ты, как круто! Да. Прям на память. А это магнитки на память об акции. Чугай, спасибо большое. В проведении акции нам помогли наши друзья, родные в первую очередь, поддержали нашу идею. Также Каринины друзья, блогеры тоже помогли в распространении информации и сами участвовали. В организации меня поддерживали мои подруги, например, да, вот у нас тоже у нас было несколько, и мы так вот
не успевали даже таскать вещи. Ага. Потом в отделение перетаскивали на тележках, с родителями вместе тоже отделение. Ну вот это все очень... Вот когда делаешь добро, оно такие ощущения приносит, это незабываемые, да? Прямо тепло так становится. И вот детишки тоже приходили. И вот важно вот делиться вот этим ощущением, чтобы они тоже запомнили эти ощущения и к этим ощущениям стремились. Большое дело для вот этих детей, особенно маленьких. Поэтому я считаю, что основная цель, конечно, помощи родителям и вообще пропаганда благотворительности, пропаганда, как человеческой гуманизации, что ли, как сказать. Здравствуйте. Привет. Ага. Вон уже собрали, видишь? Когда я провожу акции, мне волнительно, но в то же время мне тепло, что мои подписчики поддерживают меня. Есть постоянные гости, которые с 1 до 4 акции приходят. Это вызывает радость. Добрые дела – это то, что сплочает людей, делает их дружнее, весь мир. Вот. И в будущем я хочу делать это еще масштабнее, чтобы у нас был благотворительный фонд в помощь онкобольным детям. Это сестры, как мама. Ага. Это 4-й тоже такая классическая гимназия. Счастья, радости, желаю. Переоценка ценностей, конечно, была очень даже. Я почувствовала это, что и Карина тоже чувствует, я думаю, что надо вот жить так, как ты хочешь жить, а не как хотят другие, чтобы ты жил. Раньше я могла разозлиться из-за мелочи или там наоборот. Сейчас мне вообще главное будь здоров, счастлив, главное мы с тобой, вот мы всегда обнимаемся с дочерью. Мама с тобой рядом, ты со мной рядом, это же так здорово. Вот так напоминаем себе. Потому что от этого надо быть счастливыми же. Когда ей было 3 месяца, я уже вышла на работу и всегда пропадала в школе. Учителя меня поймут, что такое работать в школе. Я уходила утром, приходила вечером. И я говорила, кажется, специально это Боженька сделал, что мы все это время с тобой наверстали и вместе лежали вдвоем. Конечно, мы за это время, мы всегда были близкими. Но, конечно, нас сблизила вот эта вот общая цель, общие планы. Я смотрю на отношения других детей с родителями, и я думаю, что во всем мире нет таких отношений, как у нас с мамой. Это вообще это очень другое. Я всем ей делюсь, вообще всем. Она, мне кажется, знает про меня все, даже лучше. Никто так, как она, не знает меня. Даже есть ситуации, да, которые знает только она, никто больше. Потому что другим я боюсь это рассказать. Я могу быть подругой, могу быть сестрой, могу быть единомышленником, компаньоном, но я в первую очередь мама. Но бывают моменты, когда она может мне что-то посоветовать в личной жизни даже, предположим, да, вот, или как в этой ситуации поступить. Она у меня мудрая девочка, поэтому я ее мнению всегда доверяю. Я всегда мечтаю о том, чтобы семья была всегда со мной. Она всегда со мной. Наша семья – это такая… У нас очень сплоченная она.
Вот когда я заболела, тоже все вот тоже еще сильнее, можно сказать, сплотились. Когда мы собираемся с семьей на даче, на городном доме, все. Особенно вот осенью, весной, летом, когда тепло, да. Там у нас собачка, мы во двор выходим шашлыки готовить, я с племянницей играю. Все чем-то заняты, но все равно разговаривают, общаются. Там девочки дома, мальчики на улице. Это как-то так тепло. Ну и, конечно, это когда я вырасту, я тоже хочу очень большую семью. Чтобы она у меня тоже была дружная. И, ну вот, карьера, чтобы у меня была. Ну, я вижу ее, наверное, человеком. Вот у нее границ не будет. И в мышлении не будет границ, и в передвижении не будет границ. Я очень этого желаю ей. И хочу, чтобы она реализовала себя. Она очень творческая личность, поэтому я думаю, что она с этой точки зрения реализуется. Но она, думаю, будет такой же справедливой. Она очень... У меня с детства были вот эти... Она не любит, когда есть несправедливость в классе, там, или кто-то в семье, что-то там. Она всегда отстаивает права и свободы человека. Такая она. Я хочу, чтобы она была такой же, оставалась доброй, милосердной. Наш классный руководитель, моя любимая учительница, она вообще с 1 класса у нас в классе такую дружбу сохранила. И сейчас сохранила. Какие бы все разные не были, ну, сплоченные и дружные. Тогда тоже они проявили большую поддержку. Они отправляли мне 2 раза, по-моему, письма. Вот, они сейчас у меня на даче лежат. Я их читаю местами иногда. Они мне отправляли видеооткрытки, всегда меня поздравляли. Я отвечала тем же. Очень их люблю. Спасибо большое. Мы желаем тебе здоровья, счастья, радости, улыбок, доброты, хорошей учебы, выздоровления, успеха, любви, красоты, нежности, ласки. Жизнь, ну, это такая вещь, она очень сложная. Я это знаю. И еще, наверное, придется узнать. Но если бы таких моментов не было, даже стабильность, вот такие хорошие, плохое, вот. У меня очень много препятствий. Но и хороших моментов тоже очень много. И человек сам знает, как ее прожить, как она должна складываться. Ну, я вообще удивляюсь. И у меня, ну, что-то я сделала в прошлой жизни, что мне Боженька подарил такого ребенка. Вот. У меня даже есть стих, вот я ей на день рождения сочинила. Моя награда, моя любимая, душа моя, самая-самая близкая. Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что красишь улыбкой весь свет и любовь даришь близким всегда.